Третий Центральноазиатский форум учителей немецкого языка прошел в Кыргызстане. Его провели Организация преподавателей немецкого языка Кыргызстана совместно с университетом имени Салымбекова. Это уже третий форум. В этом году он проходит у нас в Кыргызстане. Его тема – профессиональное развитие преподавателей немецкого языка как иностранного в Центральной Азии, какие существуют возможности и вызовы. Наша главная цель – обменяться опытом, укрепить международное сотрудничество между преподавателями немецкого языка в Центральной Азии. Сегодня немецкий имеет статус языка делового общения, поэтому его изучение полезно тем, чья цель – получить качественное высшее образование и сделать хорошую карьеру. Немецкий – это язык научного и технического прогресса. На нем публикуется более 20% научных статей в мире, а сама Германия по праву считается одним из мировых лидеров в технологической сфере и инновациях. Потому немецкий язык однозначно открывает молодежи Центральной Азии двери в мир возможностей, а сам форум крайне важен для тех, кто способствует открытию этих дверей. Форум – это отличная возможность учиться друг у друга в деле преподавания немецкого языка как иностранного. Потому что немецкий язык – это язык международный, и язык – это большой нации. Язык великого поэта Гёте, который создал самые великие произведения искусства «Фауст». Поэтому мы должны этот язык хорошо преподнести нашим ученикам, студентам и всем желающим. Центральноазиатский форум учителей немецкого языка – это уникальная возможность для преподавателей получить новые знания, улучшить свои методики преподавания, поделиться личным опытом с коллегами. Делегация из Казахстана на форум привезла учебную литературу по изучению немецкого. Особенность этого пособия – оно полностью адаптировано под казахский контент. Они отвечают не только международным стандартам обучения языку, но именно госстандарты, типовым программам Казахстана. Там есть национальные ценности, там есть те требования, которые предъявляются нашим Министерством просвещения. Более того, там все герои наши казахи. Тимур, Аслан, Дос. То есть они адаптированы под казахстанский контент. Я хочу сказать, что надо немецкий язык возрождать. Он должен быть ренессанс этого языка, потому что столько знаний, столько инноваций, столько инноваций в образовании, в технике, в медицине. Это именно Германия, это язык Гёте, Шиллера, который, он не должен быть забыт. Участие в форуме приняли не только учителя из Центральной Азии. С докладами и воркшопами выступили спикеры из Германии, Швейцарии, Италии. Участие приняли профессора из Свободного университета Берлина, представители Гёте-института в Казахстане. Гёте-институт Казахстана отвечает за работу со школами и партнерскими школами в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане. В Кыргызстане мы курируем 2 партнерские школы, в которых организуем мероприятия, отправляем учеников на стипендиальные программы в Германию, а также в регионы на летние лагеря и проводим курсы повышения квалификации для учителей. У нас очень много мероприятий по повышению квалификации учителей. Нынешняя проблема преподавания немецкого заключается в том, о чем уже говорили на открытии мероприятия. Количество учебных часов сильно сократилось. И в настоящее время ни в школах, ни в университетах подготовка преподавателей немецкого языка не является достаточной для полноценного изучения языка. То есть практически никто здесь не достигает высокого уровня владения языком. А это значит, что учителя, не обладающие высоким уровнем владения немецким, не могут должным образом обучать учеников и готовить новое поколение преподавателей. В целом по Центральной Азии, за исключением Узбекистана, наблюдается нехватка учителей немецкого языка. В Кыргызстане с каждым годом увеличиваются возможности для изучения немецкого языка. Благоприятные условия для этого создают немецкие организации, представляющие Германию в стране. В Кыргызстане действительно работают разные программные организации, которые стремятся распространять немецкий язык. У нас есть Центральное ведомство по делам школ за рубежом, которое представлено 3 программными преподавателями, работающими в разных школах. Есть Центр немецкого языка под руководством доктора Айнагуль Атакеевой.
где предлагаются различные языковые курсы, а также германская служба академического обмена, которая оказывает академическую поддержку после обучения немецкому языку. По моему личному восприятию, немецкий язык в Кыргызстане достаточно широко распространен. Я нахожусь здесь уже 2 года и все еще снова и снова удивляюсь и радуюсь тому, на каком хорошем уровне здесь говорят и преподают немецкий язык. И это, безусловно, заслуга немецких организаций, которые здесь проводят отличную работу. Еще одним хорошим примером является сегодняшний 3-й международный форум преподавателей немецкого языка Центральной Азии, организованный Союзом преподавателей немецкого языка Кыргызстана, где преподаватели немецкого, а также издательства собираются вместе для обмена опытом и совместного решения возникающих проблем, внося тем самым большой вклад в продвижение немецкого языка в Кыргызстане. В свое время инициатором образования форума учителей немецкого языка выступил Казахстан. Уже первая встреча преподавателей показала, проблемы и вызовы в языковой сфере в Центральной Азии практически одинаковые, потому решение искать лучше сообща. Поэтому форум поддержали, и он успешно функционирует уже 4-й год. На его базе интеграция пошла далее. Создана Ассоциация преподавателей немецкого языка Центральной Азии. В этом году в ней председательствует Кыргызстан. Екатерина Такамбаева, Бибек Джумабаев, ТВ-15.